Уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня в этом зале мы как бы заново открыли себе человека, о котором, казалось бы, все уже знали. Жесткий политик. Он предстал перед нами как человек абсолютно неординарный, талантливый и с сердцем полным любви. Любви к своей родине, любви к своему народу, к своей семье, к своим родным и близким, и, конечно же, к родному городу. Уверена, что именно это чувство, столь щедро данное нам Аллахом, способно озарить жизнь. И это случилось с Джамбулатом Умаром. Я думаю, что все мы должны поблагодарить его за то, что он написал эту чудесную книгу о Грозном. В этой книге и прошлое, и настоящее нашей прекрасной столицы. Задуманный как крепость для устрашения, этот город не стал таковым для чеченцев. Он не стал таковым потому, что на этой земле до этой постройки веками жили чеченцы. И здесь были их могилы. Вы знаете, могилы предков, простую землю, простую территорию делают родиной. И для нас, для чеченцев, этот город стал не крепостью устрашения, а частичкой нашей родины. Поэтому его любили, поэтому о нем заботились и так неистово защищали. Я думаю, вы знаете, сегодня, вот благодаря, я даже не знаю, как это сказать, какой-то неистощимой энергии нашего главы республики, его команды, город становится все более и более прекрасным. Уважаемый Джамбулат Вахидович, я благодарю вас, я думаю, все к этому присоединятся за эту книгу. Я желаю вам дальнейших творческих озарений. А нам всем, себе, своим соотечественникам и даже потомкам желаю также любить, заботиться и защищать этот прекрасный город Грозный. Благодарю вас. И я хочу подхватить эти слова о главе республики. Можем сказать, даже сегодня, уже сегодня это видно всей стране, великом главе вашей республики. И о том действительно неоценимом его авторитете. Вчера услышала историю, которая, наверное, вам она известна, но я обязательно увезу ее и в своих мыслях, и в своем сердце в Москву, и обязательно расскажу о том, как возрождался ваш город. Мне сказали, что 24 часа в сутки было поделено на 3. И таким образом было 3 рабочих смены. 1, 2 и 3. Круглые сутки. Слава Рамзану Ахматовичу, великому лидеру, великого народа. Дорогие друзья, Рамзан Ахматович 4 апреля этого года своим указом создал Государственную комиссию по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов Чеченской Республики. И в рамках этой комиссии мы контактировали с разными учеными, с представителями разных, подход комплексный. Здесь понятно, что в одном направлении идти невозможно, если это просто история, то есть целый комплекс наук, и палеонтология, и археология, и культурология, и многие-многие искусствоведения, многие-многие другие науки. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену заслуженных людей, которые трудятся на территории Чеченской Республики, в Братском, на Теречном районе. Это представители Института археологии Российской Академии Наук, уважаемые это археологи, легенды
уважаемый Малашов Владимир Юрьевич и Магомедов Рабадан Гаджиевич. Пожалуйста, прошу вас на эту сцену. Дорогие грозненцы, дорогие гости, дорогой Джамбулат Вахитович, очень благодарны, что вы пригласили нас. Совсем недавно вы были у нас в экспедиции. Мы работаем на Теречном районе. Археологическая экспедиция наша комплексная, она называется Терская комплексная археологическая экспедиция. Работаем мы с апреля месяца сего года до сих пор, и пока еще не видно конца этой работы. Мы спасаем археологические памятники, расположенные в зоне строительства магистрального газопровода, так нужного республике, газопровода Моздок-Грозный. Так получилось, что проектируемая трасса этого газопровода пролегла по особо охраняемым землям историко-культурного назначения, по целому ряду археологических памятников так называемой ранней аланской культуры. Признаюсь, я сам не специалист по этой культуре, я специализируюсь по древнейшей истории Дагестана, Чечни. У меня кандидатская диссертация была посвящена эпохе Средней бронзы в Горном Дагестане и Чечне, так называемая гинчинская или гинчинская катинкалинская культура. Рядом со мной стоит мой коллега, известный археолог Владимир Юрьевич Малашев. Он прямой специалист по этой культуре. И в двух словах, чтобы понятно было, чем мы занимаемся уже полгода на территории Чеченской Республики, он скажет. Пожалуйста, Владимир. Я также хочу присоединиться к поздравлениям ко всем сказанным словам о выходе вашей книги. Джамбулат Вахитович, я хочу вас поблагодарить за возможность присутствовать на этом торжественном заседании, сказать несколько слов. Дело в том, что эти археологические исследования на самом деле очень важны. Это по своим объемам беспрецедентно на сегодняшний день работы после 1990 года. Работы эти будут иметь очень большой резонанс в науке, поскольку те материалы, которые мы получаем в результате исследования, они будут являться ключевыми в понимании не только истории Чеченской Республики, но и всего Северокавказского региона. Все эти материалы, которые мы получим после реставрации, будут переданы на постоянное хранение в Республиканский музей и займут свое место в экспозиции. В заключение я тоже хочу присоединиться к поздравлениям в честь юбилея города Грозного, поздравить всех жителей Чеченской Республики, Джамбулата Вахитовича с выходом его книги. Мне кажется, что его исследование займет достойное место в ряду трудов по истории Чеченской Республики. Спасибо. Знаю, что Джамбулат Вахитович не только поэт, публицист, министр, но и ученый. Мы привезли с собой специальную литературу. Это научная и научно-популярная литература. Сегодня праздник книги. Мы отмечаем книгу, которая вышла, «Грозный фактор К». И мне, как по совместительству главному редактору издательского дома Мавраев, город Махачкала, мне хочется преподнести в лице Джамбулата Вахитовича библиотеку комиссии по сохранению культурного наследия, по использованию культурного наследия, небольшую толику литературы, которую мы выпускали. Это журналы Ахульго, Мавраев и несколько книг по Кавказской войне. Еще раз поздравляю всех нас этим праздником книги и Джамбулата Вахитовича. Благодарим вас за выступление. А на сцене снова гордость Чечни, гордость России. Кавалер ордена Кадырова, государь.